Таджикский режим задерживает независимых блогеров. В Таджикистане нет ни одного оправдательного приговора. Теперь и у нас наказание за фейки об армии. Таджикский режим в последние месяцы усилил давление на независимых журналистов и блогеров. Так, 4 июля несколько активистов в беседе с Азади выразили свою обеспокоенность тем фактом, что правоохранительные органы без предъявления каких-либо законных решений властей изъяли у них мобильные телефоны на проверку. Ранее, в июне, были задержаны независимый блогер и журналист в прошлом Далери Имамали и помогавший ему в качестве видеооператора журналист Абдулло Гурбати. Они публиковали на YouTube-канале Далери Имамали репортажи о проблемах общества и разоблачительные материалы, касающиеся власть имущих. На данное время в отношении обоих заведены уголовные дела. Далеру Имамали предъявлено обвинение по части 1 статьи 259 УК РТ, части 2 статьи 346 УК РТ и прим. 3 части 2 статьи 307 УК РТ. В отношении Абдулло Гурбати прокуратурой района Шах-Мансур возбуждено дело по части 1 статьи 328 УК РТ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудник Генпрокуратуры Таджикистана Шариф Курбонзада на пресс-конференции в Душанбе 15 июля сообщил об участии еще двоих независимых журналистов и блогеров – Завкибека Саидамини и Абдусаттора Пирмухаммадзада. Следственным управлением МВД Таджикистана 13 июля в отношении Завкибека Саидамини возбуждено уголовное дело по статье 307, часть 2, прим. 3 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан. Начато предварительное следствие», сказал Курбонзада. В ходе следствия была установлена связь Завкибека Саидамини с ПИФТ и группой 24, добавил он. Шариф Курбонзада также заявил, что блогер Абдусаттор Пирмухаммадзада был задержан 9 июля за неповиновение законным требованиям сотрудника милиции. По его словам, Пирмухаммадзада находится в здании ОМВД по городу Вагдад и до 19 июля останется под стражей. Один из родственников Абдусаттора Пирмухаммадзада ранее в беседе с радио Азади сказал, что сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильный телефон и банковские карты журналиста. Ему позвонили из ОМВД и сказали, что может забрать мобильный телефон и банковские карты. 9 июля он зашел в здание городской милиции и до сих пор домой не вернулся, сообщил он. Блогер Завкибек Саидамини был задержан 8 июля в Душанбе около одной из автомоек и доставлен в город Вагдад. Бывшие сотрудники гостелерадио Таджикистана Завкибек Саидамини и Абдусаттор Пирмухаммадзада последние годы вели блогерскую деятельность. В своих публикациях они часто выступали с критикой нынешнего режима. Она бадбахт. Она корманди хивзио. Председатель Верховного суда Таджикистана Шер Мухаммад Шохион на пресс-конференции в Душанбе 14 июля сообщил, что за первое полугодие 2022 года судами Таджикистана рассмотрено 5508 дел и не вынесено ни одного оправдательного приговора. Председатель ВС заявил, что оправдательных приговоров не было вынесено в результате хорошей работы органов предварительного следствия. Нет никакой необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении лиц, не совершавших преступлений, или лиц, вина которых еще не доказана, добавил Шохион. Правозащитные организации и наблюдатели регулярно подвергают критике судебную систему и следственные органы Таджикистана за их работу. По официальным данным, в 2020-2021 годах судами Таджикистана были вынесены приговоры по примерно 22 тысячам уголовных дел, из которых только 12 были оправдательными. В Таджикистане правоохранительные органы в ходе предварительного следствия особо не утруждают себя установлением истины. Для них важен результат по раскрываемости, поэтому они прибегают к любым доступным методам для получения признания у задержанных, что и становится главным доказательством для вынесения приговора. Также у правоохранительных органов полный карт-бланш в борьбе с инакомыслием и критиками режима. В этом направлении можно быстро сделать карьеру, и поэтому фабрикация уголовных дел с получением признаний посредством жестоких пыток очень распространены, а в судах уже не рассматривают, каким путем добыты эти признания. Судьи назначаются решением президента страны, и, конечно же, они должны оправдать свое назначение, говорит знакомый с ситуацией в правоохранительных органах собеседник Хабархо из Душанбе.
Власти Таджикистана планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, которые предусматривают наказание за распространение ложной или непроверенной и недостоверной информации о национальной армии в виде штрафа или административного ареста. Соответствующий законопроект о внесении поправок разработало и предложило Министерство обороны Таджикистана. Об этом сообщает новостное информационное агентство «Хавар». Министерство обороны пояснило, что поправки разработаны с целью предотвращения распространения через СМИ, интернет, социальные сети, ложной и непроверенной информации об условиях службы в рядах вооруженных сил Таджикистана или о кампании по призыву в армейские ряды. Распространение среди населения любого рода ложной информации о вооруженных силах снижает процент доверия к ним и поддержку населения и негативно сказывается на престиже и обороноспособности страны. Следует отметить, в СМИ и в социальных сетях периодически появляется информация об облавах на молодежь для набора срочников в ходе призывных кампаний, а также о дедовщине в армии Таджикистана. Наблюдатели считают, что данный закон является полным копированием аналогичного российского закона. 4 марта этого года в России был принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Что важно, закон был принят через несколько дней после вторжения России на территорию Украины, а также на фоне антивоенных протестов в России. После его принятия деятельность многих СМИ и сервисов на территории России была прекращена. Понятно, очевидно, мы же не маленькие дети. Но из общей картины было понятно, что отбиться не удастся. Та пропаганда должна была быть тотальной. Продолжать говорить правду с риском сесть в тюрьму на 15 лет. Ну вот после того, как закон был принят в Государственной Думе, мы поняли, что мы полезнее и нужнее на свободе, и лучше где-то и как-то мы продолжим свою работу, чем если мы сядем на 15 лет, потому мы и приняли решение приостановить работу канала.